Перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Пенсионный фонд сообщает о ближайших изменениях. Красивые номера станут доступны каждому. МВД России подготовила новый законопроект. Призы за знания в день загадывания загадок корреспонденты СТВ вышли на улицы города. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. В студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Подходит к завершению второй месяц лета, а уже в августе всем работающим пенсионерам произведут перерасчет пенсий. По информации Пенсионного фонда России, на сегодняшний день в нашей стране числится 42 миллиона пенсионеров. Из них не работает только треть. Специалисты Пенсионного фонда поясняют, что в августе перерасчет будет произведен получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, причем за них. В 2016 году работодатели должны были уплатить страховые взносы. Корректировка носит беззаявительный характер, обращаться за ней никуда не требуется. Прибавка к пенсии работающих пенсионеров будет носить индивидуальный характер, и размер ее зависит от уровня заработной платы представителя этой категории граждан в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. При этом максимальная прибавка ограничивается стоимостью 3 пенсионных баллов. Размер пенсионного балла у нас с решением правительства на сегодняшний день установлен 74 рубля 28 копеек. То есть это в среднем где-то получается на 222 рубля. Поэтому вот к этому мы готовы. То есть выплата будет, кто получает пенсии с 3 по 24 число на почтовом отделении, да, а по банковским структурам это, значит, 12 числа первый поток и 23 числа второй поток. В предыдущий раз в нашей стране пенсии повышались с 1 апреля. Что касается работающих пенсионеров, то они в январе 2017 года получили единовременную выплату в виде 5000 рублей. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Красивые номера в скором времени, возможно, станут доступны каждому автовладельцу. МВД России подготовило и внесло в правительство Российской Федерации законопроект, который позволит россиянам выбирать сочетание букв и цифр на автомобильных номерах самостоятельно. По информации газеты «Известия», законопроект предполагает поменять правила регистрации транспортных средств, а также разграничить понятия «государственный регистрационный знак» и «государственный регистрационный номер». Владельцы машин смогут сами выбрать регистрационный номер. Пока не решено, как будет осуществляться эта процедура. Правительство страны определит порядок позже. Кроме того, россияне смогут приобрести номера на новые автомобили сразу в автосалоне. Тарифы установит Федеральная антимонопольная служба. Законопроектом также предусмотрено упрощение процедуры регистрации автомобилей с нечитаемыми идентификационными номерами. После того, как криминалист проверит машину, на нее нанесут дополнительные маркировки с номером. Документ рассмотрят в правительстве Российской Федерации в ближайшее время. Как известно, в нашем городе имеется много танцевальных молодежных коллективов, одним из которых является группа Midnight. Недавно девушки вернулись с необычного музыкального конкурса, где заняли призовое место. Что это за конкурс и какие особенные танцы предпочитает исполнять коллектив, расскажет Евдокия Титаренко. Танцевальный коллектив Midnight был создан около 1,5 лет назад. Юных амбициозных девушек объединил общий интерес к корейской культуре. Кей-поп – музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа и танцевальной музыки, в дальнейшем переродившийся в масштабную молодежную субкультуру. Именно на этом направлении специализируются героини нашего сюжета. Поначалу Midnight выступали на небольших городских мероприятиях, затем группа получила развитие, и недавно девушки привезли награду с конкурса, проходившего в Магнитогорске. Так мы нашли конкурс, называется «Нацу Мацуру», посвященный Японии, Корее, аниме и кей-поп. Туда мы подали заявку с нашими 2 танцами и поехали туда 15 июля и, конечно же, выступили и заняли награду, зрительские симпатии. И, конечно же, на этом мы не собираемся останавливаться. Необычное веяние японской и корейской культур многие сочтут новым для нашего города. Однако нынешние участницы коллектива далеко не первый состав Миднайта, который тоже в свою очередь развивал кей-поп. Наши героини лишь подхватили идею создания и продвижения группы в этом стиле. Постановкой движения к танцам занимаются сами девушки. У них нет как такового взрослого руководителя, но им как раз это ни капли не мешает, а наоборот сплачивает и делает более самостоятельными.
Задумки мы берем с YouTube, конечно же, с корейских поп-айдолов, но вот мы с Элизой, получается, придумали свою хореографию недавно, и она всем понравилась вроде бы. Вот. Общими усилиями мы сделали эту хореографию, и я очень этому рада. Несмотря на первую победу подобного межрегионального уровня, девушки не расслабляются. Сейчас у них проходят активные тренировки и репетиции. Ведь совсем скоро, 20 августа, в столице республики пройдет еще один подобный конкурс восточной культуры. Надеемся на отличные результаты девушек и желаем им дальнейших творческих успехов. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Сегодня, 26 июля, во всем мире отмечается День загадывания загадок. Излюбленный прием сфинкса, грифов и троллей. Этому изящному способу испытания оппонента на сообразительность исконно придавалось сакральное значение в мифологии разных культур мира. Ведь за спиной мифических стражников находилось самое ценное сокровище, известное человечеству как знание. Сегодня наш корреспондент Ринат Музафаров решил примерить маску загадочного сфинкса и вознаградить знания сибайцев спонсорскими подарками от магазина «Школьник». Что из этого вышло, смотрите сюжет. Сибайское телевидение. Раздаем подарки за простые вопросы. Скажите, пожалуйста, сколько цветов в радуге? 7. Правильно. Пожалуйста. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Земля вертится вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Конечно, Земля вокруг Солнца. Пожалуйста. Спасибо. У какого слона нет хобота? Знаю, но не помню. У какого слона нет хобота? У какого слона нет хобота? Подумайте. Скажите, пожалуйста, у какого слона нет хобота? Ну давайте, какие слоны бывают? Нет, не надо. Ну подумайте, не убегайте, это просто. Они еще ходят особым образом. Игра такая, настольная. Ага. Так значит, какой слон? Все верно. Сколько минут в 3 часах? В 3 часах 180. Правильно, пожалуйста. Хорошего настроения вам. Каким видом спорта занимается Майк Тайсон? Бокс. Все правильно. Какой мифический герой чистил конюшню? Нет, я не отвечу. Ну подумайте. Подвиги совершенно. Все правильно. Хорошего настроения вам. Спасибо большое. Что попросил железный дровосек у волшебника Куплина? Ну и сказки. Про страну Оз. Не знаю, не смотрела. Не смотрели? Что попросил железный дровосек у волшебника Куплина? Сердце. Все верно. Хорошего дня вам. Спасибо большое. Каким уральским минералом украшены стены одного из дворцов Санкт-Петербурга? Не знаю. Подумайте. Вообще не знаю. Даже не думала. Хорошо. Меня мучают подозрения, что сейчас фонтан опустеет. Буквально в считанные секунды. Проверим. Каким уральским минералом украшены стены одного из дворцов Санкт-Петербурга? Скажите, пожалуйста. Ну что это было? Каким уральским минералом украшены одна из комнат в дворце Санкт-Петербурга? Минералом? Да. Комната зеленая такая. Яшма. Ну да. Яшма не зеленая, насколько Не могу сказать. Каким уральским минералом украшены стены одного из дворцов Санкт-Петербурга? Блин, изумрудов-то точно? Ну тоже зеленый, да, тут изумруд. Малахит. Все правильно. Мертвые души кто написал? Все верно. Подарочек, пожалуйста. Видим. Спасибо. Это какие две страны участвовали в космической гонке? Я не знаю. Ну, космическая гонка. Не можете сказать? Какие две страны участвовали в космической гонке? Ну, а если по-другому маленько? Все правильно. Хорошего дня вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как называется наука, изучающая
Состав, строение и историю земной коры. Не знаю. Ну, земная кора, наука. Скажите, пожалуйста, как называется наука, изучающая Землю, состав ее и, собственно, историю? Как называется наука, изучающая строение, состав и историю земной коры? Не знаю, Ну, сказать. земля Не, как не, будет не. по-гречески? Подумайте, пожалуйста. Нет, спасибо, нет. География, наверное. Ну нет, нет, похоже. География начинается с каких 3 букв? Не снимайте, Ну, приставка примерно такая же. Гео. Копаются в земле эти специалисты. пожалуйста. Геологи, что Да, геология. ли? Геология. Пожалуйста, возьмите подарок. Спасибо. Ага, хорошего дня вам. Как звали кота из мультфильма «Трое из Простоквашино»? Как еще раз? Борис. Да, нет. Скажите, пожалуйста, как звали кота из мультфильма «Трое из Простоквашино»? Я не помню. Кот? Матроски. Матроскин, все верно. Вот подарочек. Спасибо. Если он на дне лежит, судно вдаль не побежит. А что там ваши знаете? Судно на мель садится обычно. Кораллы, рифы. Ну нет, нет, ладно, спасибо большое. Скажите, что такое, если он на дне лежит, судно вдаль не побежит? Ну подумайте. Что это, если он на дне лежит, судно вдаль не побежит? Якорь. Все верно? Ага, хорошего дня вам, ребят. Набито пуком, лежит по духам. Что это? Подушка, правильно. Как зовут лучшего друга Спанч Боба? Патрик. Все верно. Какая страна производит БМВ? Немец, Германия. Все верно. Тоже. Как называется человек, профессия, который составляет букеты? Скажите, пожалуйста, как называется профессия, человек, который, собственно, занимается тем, что собирает букеты? Флорист. Флорист. Спасибо. Это сколько человек участвует на льду в хоккее в команде? 11, фу ты, разница, футбол. 5-6 человек в одной команде. Всё правильно. Всего 12 человек. Нет. Ну, всем. Кстати, если найдутся спонсоры, то подобный проект по загадыванию загадок мы готовы проводить на улицах города еженедельно. Звоните к нам на студию 5 14 95. На этом все. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. В студии работала Наиля Ахмедшина. Удачи и берегите себя.